Уважаемые коллеги, перед началом весенне-полевых работ хотелось бы несколько слов сказать о семенном и посадочном материале. То есть управление уполномочено контрольно-надзорными полномочиями в области семеноводства сельскохозяйственных растений. У нас как складывается? Вот зачастую бывает, когда наши инспектора приезжают к сельхозтоваропроизводителям с проверкой и спрашивают, где вы закупали семенной материал. И многие сельхозтоваропроизводители говорят, что семена у нас свои. И инспектор задает, а сколько лет они у вас свои? Там 2 года, 3 года. Вот хотелось бы обратить внимание, у нас вышел приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики в соответствии с законом о семеноводстве сельскохозяйственных растений, то есть количество поколений семян, ну, то есть семенного и посадочного материала, оно строго регламентировано. А там 2 года можно использовать, 3 года, 4 года там для зерновых, для зернобобовых культур, для овощных и прочее. Вот, хотелось бы обратить на это внимание. Вот, зачастую бывает так, где вы закупили семена? Да, я купил у соседа, там в соседнем хозяйстве, у него сорт хороший. То есть, понимаете, сейчас в настоящее время печатная техника, то есть ксероксы, факсы, очень сильно они развиты. То есть напечатать любую этикетку, любой сертификат, там отксерокопировать, сделать копию, сфальсифицировать. К сожалению, говорю, встречаются лица и не совсем чистоплотные, то есть в том плане, что в соблюдении действующего законодательства и закупают как бы семена или стараются продать те семена, то есть которые даже не являются семенным материалом. Вот, например, буквально недавно был случай в Оренбурге, то есть нашумевшее дело о подпольном производстве гибридных семян, то есть где нелегально выпускались семена масличных культур под марками известных товаропроизводителей. То есть там было возбуждено уголовное дело, то есть деятельность была пресечена своевременно. Если есть какие-то сомнения, обращайтесь к нам в управление, звоните, пишите на электронную почту. Сейчас информационная система, это все развито. Мы, как управление федеральной службы, обязаны отреагировать на все поступающие сообщения и дать четкие, конкретные ответы на каждый вопрос. Вот, в частности, по семенному посадочному материалу мы рекомендуем закупать семена только в семеноводческих компаниях, имеющих лицензию и лицензированных. Вот, должна быть информация от патентообладателя. То есть должно быть наличие сертификатов, подтверждающие сортовые и посевные качества семенного материала. Вот также должна иметься информация о регистрации и апробации посевов семенных участков. Встречаемся, как я уже говорил, с подделанными документами. То есть отксерокопировали, то есть ставится живая синяя печать, которая не имеет к данному документу вообще никакого отношения. И в результате потом идут такие жалобы. Вот такой сорт семенного материала, он нехороший, то есть его не покупайте, то есть от этого теряют и патентообладатели, и производители оригинальных семян. То есть просто, как вам объяснить, получить высококачественные хорошие семена не так-то просто. То есть это уходит длительное время, испытания, сортировка и прочее. А так, чтобы купить подешевле, продать подешевле, оно не получается. Хотелось бы обратить внимание сельхозтоваропроизводителя на закупку семян импортного происхождения. Семена импортного происхождения зачастую покупаются через несколько рук, как бы сказать, так вот, закупает одна компания, потом перепродает, потом еще раз перепродает, и установить происхождение очень сложно. И очень высока вероятность закупки семян с наличием генно-модифицированных организмов. В данном случае у нас есть приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Россельхознадзор уполномочен проводить контрольные мероприятия, то есть высев семян импортного происхождения, он должен проходить под полным контролем специалистов Россельхознадзора. То есть начиная, значит, как поступили, высев и вегетация, вплоть до уборки. То есть в целях исключения попадания генно-модифицированных семян, это во-первых. Во-вторых, в целях исключения наличия карантинных вредных организмов скрытной формы, которую можно проявить только в результате производства семян. В
частности, по зерну также хотелось бы остановиться, несколько слов сказать на том, что на зерно, как на продовольственное, так и на фуражное, необходимо наличие декларации о соответствии. То есть вот буквально в прошлом году управлением выявлено около 50 деклараций, вернее 47 деклараций о соответствии, которые выдаются в соответствии с требованиями 15-го технического регламента о безопасности зерна. То есть даже выявляются случаи, которые декларации выдаются на основании протоколов испытаний, выданными фантомными лабораториями, то есть так называемыми лабораториями, которые в природе своей не существуют. Вот наши коллеги в Рязанской области выявили такой случай, вместе с правоохранительными органами произвели контрольную закупку даже без представления зерна. По объявлению, размещенному в интернете, поехали, значит, заплатили деньги, им в течение получаса выдали протокол испытаний. То есть практически никакие испытания на безопасность зерна не проводились, и, соответственно, был получен протокол испытаний, на основании которого уже оформляется декларация о соответствии на зерно. Вот такие случаи, они у нас пресекаются, вот центральный аппарат. А вообще на территории Российской Федерации вот за прошлый год было выявлено там более 90 таких фантомных предприятий. Правда, они расположены на территории Москвы, Московской области, Ленинградской, там, Ростовской области и других субъектов. На территории Чувашской Республики пока таких не выявлено. Хотелось бы еще довести такую информацию. Сейчас с середины прошлого года на Россельхознадзор вернулись контрольно-надзорные полномочия в области безопасного обращения за пестицидами и агрохимикатами. То есть в настоящее время в системе Цербер производится регистрация сельхозтоваропроизводителей, которые будут в любом случае при производстве сельскохозяйственной продукции применяются пестициды и агрохимикаты. То есть выстраивается такая же система, как в области ветеринарии, которая называется Меркурий. То есть вся система прослеживаемости, чтобы не возникало вопросов. Значит, предприятие пестициды или агрохимикаты не получало, и вдруг оно откуда-то их применило. Вот как у ветеринаров, например, предприятие мяса не получало ни одного килограмма, а это же предприятие выпускает колбасные изделия там, или котлеты, или что-то такое. То есть вот такая же система прослеживаемости уже вот начинает свою работу и в области зерна и продуктов его переработки. То есть необходимо проследить все этапы происхождения самого зерна, то есть от производства до потребления, в целях исключения фальсификата. В области государственного земельного надзора управление также проводит контрольно-надзорные мероприятия. Вот. Хотелось бы обратить внимание на то, что в республике у нас, по данным Министерства сельского хозяйства Чувашской республики, необрабатываемой земли в порядке 17-18 тысяч гектар земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным видом использовать для сельскохозяйственного производства. В прошлом году управление выявило 8 несанкционированных свалок на землях сельхозназначения. Это, конечно, много. И в этом году будет управление направлено деятельность на выявление несанкционированных карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых. Правда, вот бывают случаи, что землю раскапывают, песок добывается, реализуется, но под видом, что значит это пруд, представляются документы, вот управление будет этому уделять особое внимание. Вот. И в частности, конечно, еще хотелось бы обратить внимание на то, чтобы администрация районов и администрация сельских поселений обратили внимание на усиление муниципального земельного контроля. Потому что наши инспектора, специалисты не могут везде выезжать. И сейчас, тем более, после схода снежного покрова, существует на территории Чувашской республики необрабатываемые земли, которые зарастают сорняками. И эти земли граничат с землями лесного фонда, и с землями населенных пунктов. Вот, и в частности, при возникновении сухой пожароопасной погоды, то есть могут возникнуть сельскохозяйственные палы. У нас, как всем известно, по статистике более 80% пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов растительности. Вот хотелось бы это обратить внимание и вовремя направлять материалы по привлечению к административной ответственности правонарушителей. Уже, значит, наши специалисты будут выезжать, выдавать, то есть привлекать к административной ответственности, выдавать предписания об устранении выявленных нарушений.